жақсы хабар келіп түсіп жатыр. Мынау Қорғаныс министрлігінің жаңағы өкілдері бірқатар осы ветерандарға қатысты мәселелер бойынша оңтайлы шешім қабылдады. Наши ветераны практически не были социально защищены многие годы. Большая часть ветеранов вообще не получала ни своего статуса, не получала никакой социальной защиты, никаких пособий. Как вы помните, 25 июня мы все вышли на митинг в городе Астана, в котором мы потребовали социальной защиты для многодетных матерей, мы потребовали социальной защиты для инвалидов, мы потребовали социальной защиты для всех ветеранов, которые живут в нашей стране. Часть этих требований, которые мы поднимали на митинге, потом была отправлена соответствующие резолюции, письмо на имя главы государства, президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. И сегодня мы узнали о том, что ряд из 29 вопросов было в этом письме поднято перед президентом, и примерно около 13 очень важных для ветеранов вопросов практически уже находят свое решение и обсуждаются уже в парламенте и в правительстве нашей страны. Первая победа, которую мы заслужили, я считаю, и мы говорили, и будем говорить, что эти 100 человек, которые стояли с вами вместе в реке, с вами, Асеке, Руслан и так далее, это все люди-герои. Сегодня тысячи ветеранов сегодня получат дополнительные льготы и статус. Тысячи ветеранов сегодня это большая, огромная победа, потому что сегодня нас осуждали, говорили мы вот неправильно, за это я отсидел. Эти люди, которые отдали свои жизни, которые отдали свое здоровье во имя своей родины, потому что они шли по приказу, и честно исполнили свой воинский долг. Честно исполнили долг, пришли домой и посмотрите, 17 тысяч тенге, это разве? 14 тысяч тенге, это решит проблему даже одного ветерана, не говоря о себе. Вот тот митинг, который мы 25-го провели, он оказался результативным. Сегодня мы отстояли его. Как они теперь нам будут смотреть в глаза, как эти брифинги, где осуждали нас. Ни одной партии, ни одной организации, которая бы говорила от имени народа за народ, которая бы говорила о тех проблемах, которые стоят перед народом, не осталось ни одной силы.